Всем привет, меня зовут Паша, смотрите Geek Sputnik TV. Сегодня мы с вами поговорим о вопросе, который меня спрашивают больше всего. Паша, можешь ли ты мне купить iPhone 5 и можешь ли ты мне его купить под тем дешевым ценам, которые у вас написаны на многих веб-сайтах, которые его продают. А я вам расскажу, могу ли я купить iPhone 5. Также смогу ответить на вопрос, могу ли я вообще покупать телефоны, любые мобильные телефоны по тем низким ценам, которые рекламируют, скажем, AT&T, Apple или любой другой провайдер здесь, в США. Давайте начнем с эпизодом. И не забывайте, что если вы еще не зарегистрированы, зарегистрируйте на shipping.com и обязательно следите за нами на iShipping, на Твиттере, потому что там мы будем писать больше и больше информации о том, как только мы сможем пересылать iPhone 5 и вообще о других разных акциях, которые происходят у нас здесь в американских магазинах. Ну и также, как только откроется свой сервис, вы сможете через него заказывать очень многие вещи из разных американских магазинов. Ну, давайте, поехали, я вам расскажу, что происходит в Америке и как вы можете купить здесь мобильные телефоны. Так вот, в Америке можно купить телефоны по двум схемам. Эти две схемы заключаются в том, что есть один вы покупаете телефон по полной его цене, другой вы покупаете телефон по скидке, потому что вы при этом подписываете контракт на, скажем, 2 года с какой-либо компанией. У нас тут есть AT&T, Verizon, Sprint и так далее. Что получается? Для тех, кто мне пишет, что, Паша, ты не можешь прислать вот тот телефон, который на apple.com, который стоит $0, или там $99, или, скажем, даже iPhone 5, который у них на веб-сайте на apple.com или на AT&T стоит там 199 или 299 или $399. Нет, эти телефоны продаются только для тех людей, которые подписывают контракт с этими компаниями на 2 года. То есть, например, я сейчас купил себе телефон, он мне стоил $299 плюс налог, и при этом меня теперь AT&T подписала к себе на свой план. То есть я у них покупаю минуты и покупаю интернет. Они меня подписали на это на 2 года. То есть в следующий раз, когда я смогу получить телефон за такую цену, будет через 2 года. С того момента, как я получил телефон. Но обычно они, конечно, дают заканчивать немножко там на пару месяцев пораньше эти контракты. Следующее. То есть потом следующий вопрос обычно, хорошо, ну могу ли я взять себе этот телефон, подписаться на контракт, а потом этот контракт, скажем, отменить. И при этом получить дешевле телефон. Нет. Почему вы не можете это сделать? Во-первых, для того, чтобы вам в Америке открыть такой контракт, вам нужна хотя бы американская кредитная карточка. Кроме этого, они еще вас попросят, скорее всего, американский Social Security. И что это значит? Это значит, что если вы сейчас купите этот телефон, даже если вы найдете такую карточку, и кто-то вам даст свой Social Security, вы покупаете этот телефон, и потом вы отказались от этого плана, то есть не хотите продолжать им платить деньги на следующие 2 года, и решили просто забрать телефон, человек, который дал эту кредитную карточку, или который дал вам эту свой Social Security, ему придется заплатить штраф. Этот штраф обычно в районе $300. То есть вы здесь примерно так и выплатите сам телефон. Это относится к любым телефонам. То есть вот в последнем видео, если вы посмотрите, где мы с Толиком ходим по нашему торговому центру и зашли в какой-то момент в AT&T магазин, и там, скажем, Nokia или Samsung за $50, они не стоят $50. Это $50 будет стоить для тех, кто подпишет с AT&T контракт на 2 года. То есть это первая схема. Вторая схема – это когда вы можете просто прийти, купить за полную цену себе телефон, при этом не подписывая никакие контракты, и использовать этот телефон. Хотя обычно все равно у нас здесь в Америке выгодно подписать контракт, даже если телефон вы приносите свой. Почему? Потому что вам даются минуты, получаются дешевле. То есть ваши планы получаются дешевле, если вы подписываете контракт с этой компанией. Но, опять же, вас это не столько интересует, давайте я вам расскажу, как это происходит. Например, я хочу купить себе iPhone 5. Единственный на сегодняшний день, кто мне продаст iPhone 5 без контракта, это компания Apple. То есть если я приду в сам магазин, даже не на интернете. На интернете они начнут их продавать, скорее всего, только через месяца 2. Это обычно как все происходит. То есть они сначала выпускают их для людей, которые с контрактами, покупают эти телефоны, а потом только они выпускают у себя на веб-сайте
телефоны для людей, которые хотят это купить без контракта. Окей? Так что на сегодняшний день, для того, чтобы вам получить телефон, единственное, что вы можете сделать, это пойти в магазин Apple в каком-либо городе, но это должен быть официальный магазин Apple, не AT&T, не Verizon, не Sprint, а именно магазин Apple. Когда вы придете, вам нужно прийти туда, скорее всего, за пару часов для того, чтобы получить шанс купить то маленькое количество, которое они будут продавать людям, которые хотят купить телефоны без контракта. С контрактом телефон на сегодняшний день купить проблем нету. Вот мы с Толиком ходили, а нам сразу сказали, если вы хотите купить с контрактом, просто дайте нам вашу информацию, и мы вам продадим его. При этом, хотя у них полно этих телефонов лежит, они их не будут продавать никому, кто не хочет продать контракт. И то количество, которое они будут продавать, это обычно очень маленькое. То есть они могут из всего количества телефонов, которые у них сейчас есть в магазине, они могут вам продать, скажем, только 5-10, которые будут без контракта. И из них обычно что происходит, что они продают там 2 по 16, 2 по 32, или там 4 по 32, или там, скажем, 4 по 64. Поэтому, чтобы купить контракт, без контракта телефон на сегодняшний день практически невозможно. Потому что то, что происходит, это здесь огромное количество китайцев, которые, как я понимаю, пересылают их обратно к себе домой. Они приезжают за 5-4 часов, стоят в очереди и выкупают все телефоны. То есть вот это невозможно. Единственное, что вы сейчас можете купить без контракта, это предыдущие модели, которые вы просто можете заказать в интернете, скажем, на apple.com, и там их купить. А теперь давайте поговорим еще о одной интересной детали. Только если вам продали iPhone 5 без контракта, вы можете купить на сегодняшний день то, что точно известно. Вы можете купить или AT&T, но при этом вам придется его сразу подключить к iTunes и сделать рестор. Тогда вы получите на него Factory Unlock. Или второй, более даже простой способ, это купить телефон от компании Verizon. Почему от Verizon? Verizon использует CDMA здесь, в Америке. И поэтому они не закрывают свои SIM-карты. То есть они не закрывают GSM на своих телефонах, поскольку они им не пользуются. Поэтому если вы купите телефон от компании Verizon, iPhone 5, этот iPhone 5 уже будет SIM Unlocked с самого начала. Потому что они используют в Америке CDMA. То есть, еще раз я повторю, AT&T, если вы покупаете без контракта телефон, iPhone 5, это я говорю iPhone 5, если вы покупаете AT&T, все то, что вам необходимо сделать, это подключить его к iTunes и просто его, делать ему рестор, и у вас будет SIM Unlock, по крайней мере, сейчас это еще все работает. Но если вы хотите еще более простой вариант, это просто нужно купить iPhone компании Verizon, и он сразу идет SIM Unlock, потому что они просто SIM-карточки не используют. Поэтому вот такие вот у вас есть варианты. Я сразу, опять же, почему я делал это видео, потому что очень многие люди мне пишут и просят мне купить им по очень низким ценам телефоны, поскольку они их видят на разных веб-сайтах американских компаний, но это невозможно. Это только для людей, которые будут подписывать контракт. И, как я уже говорил, для того, чтобы вам подписать контракт, вы должны быть американцем, или хотя бы, чтобы у вас были какие-то американские документы. Поэтому вот в этом заключается вся идея дешевых телефонов в Америке. И если вы хотите iPhone 5, пока их практически достать невозможно, а остальные телефоны вы можете купить в Америке в любом магазине, но это будет полная цена, а не по тем ценам, которые рекламируют такие компании, как AT&T, Verizon или Sprint. Как обычно, спасибо всем, кто смотрел этот эпизод. Не забывайте подписываться на Geek Sputnik, мы на Твиттере, Facebook, ВКонтакте, на Google+. Мы также, конечно, на своем же веб-сайте geeksputnik.tv. Ну и, конечно, не забывайте подписываться также на shipik.com. Огромное спасибо. Пока. Увидимся на следующей неделе.